как и в прошлый раз, вы сейчас ничего не записываете. Вы слушаете. То есть впитываете то, что я скажу. После чего я сам подскажу, что записывать. Знаете, тема такая сегодня. Записываете. Тема «Марксистская философия». 29 января марксистская философия. Так, значит, в следующий раз у нас будет по первой, второй лекции семинарское занятие. То есть вы будете рассказывать. Это 5 февраля. Вы будете рассказывать, используя свои записи. Это мы взрослые люди, это не школьники. Поэтому знаем, как это делать. Так, сначала общие проблемы философии. Потом перейдем к марксизму. Очень коротко. Я вам в прошлый раз говорил, что наша задача не постижение истин философии марксистской, а ознакомиться, что это такое. Иметь представление. Понимаете, какое дело? А сегодня о марксизме вы нигде не слышите. Ни по радио, ни по телевидению. В школах не преподается. В университете дается одна пара. Все. Поэтому, конечно, в марксизме представления совсем нет. Поэтому Вячеслав Сергеевич попросил меня, чтобы осталось представление комсомольцам. Правда, вас маловато, но ничего, страшно нет. Общее представление должно быть, что такое марксизм. Мы в прошлый раз вводная лекция была, общие исторические, теоретические корни марксизма. И сегодня мы приступаем к первой, там структура марксистская философия, марксистская политическая экономия, марксистская теория классовой борьбы пролетарской революции и марксистская теория научного коммунизма. То есть с 4 разделов как будто состоит. И вот 2 слова. На самом деле марксизм, изданный Институтом марксизма-ленинизма, в 45 томах, там никакого раздела нет. Это идет сплошняком. Все работы, совместная работа Карла Маркса, Фридриха Энгельса, отдельная работа. В этой работе вкраплены философия, политэкономия, классовая борьба, пролетарская революция, теория научного коммунизма. Она разбросана мелкими кусками, поэтому я вам в прошлый раз говорил, и сегодня еще раз повторяю, что и рядовому рабочему, и представители беднейших слоев крестьянства совершенно недоступно это. Это только должны сделать самые лучшие представители интеллигенции, частности ученые, желательно высшего ранга. И это самому надо постигать это учение, это очень сложное дело. Я занимаюсь лет 30, и не могу сказать, что я постиг марксизм, знаю его, не могу сказать, потому что это очень сложное учение. И моя задача очень простая. Расчленить философию отдельно, политэкономия отдельно, классовая борьба пролетарская отдельно и теория научного коммунизма отдельно. Это заключительная работа теория теоретического наследия Маркса и Энгельса. Вы по этой книге будете готовиться к семинарскому занятию. Национальная библиотека 10 экземпляров лежит. Здесь я читаю как раз по этой книге. Концентрированном выражении. Отдельные я в прошлый раз показывал. Приступая к сути лекции. Общее понятие философии. Вообще, если взять человечество, с чего развелось, так там появилась тогда как будто философия, конкретно отдельности ничего не было, и они выросли с одной корня. Она называлась «Совокупность знаний древних». Понимаете? Как лисина, возьмите обыкновенную лисину, у него ствол и ветви. Ствол – это философия, ветви – это конкретные науки. И по мере того, как, она называлась «Совокупность знаний древних», про философию, про наукой, конкретно ничего так. То есть все началось как раз с философии. По мере того, как конкретные науки, первая – это астрономия, арифметика, физика, как они укреплялись или наживали какой-то багаж теоретического знания, опыта, они начали отдаляться от философии. Осталась одна философия.
То есть она становится наравне с другими конкретными науками отдельной наукой. Отдельной наукой. Вот. Поэтому, но осталось за ним приоритет, что философия занимается вот мирозданием, обществом, человеком, его предельной общей закономерностью, поэтому она стала мировоззренческой и методологической основой всех наук, потому что вот мирозданием, кроме философии, никто не занимается и так далее. Поэтому общее определение такая. Вы ничего не записываете, потом мы записываем. Философия – это наука, изучающая предельно общие законы развития мира, общества, место в нем человека, относительно к этому миру, к этому обществу. Это общее определение. Предельно общие законы изучает, как они развиваются. Структура философии. История развития всей классической философии. То есть вся философия начинается с истории. Если вы хотите стать философом, вы должны сначала постигать истории. Второе – учение о бытии. Третье – учение о познании. Четвертое – социальная философия. Мы в эти дебри вылезать не будем. Это не наша задача. Просто вы должны знать. Вот состоит философия из 4 разделов. Ну, я вам по секрету скажу, что я как философ, занимающийся уже почти до глубокой старости, могу сказать, здесь не хватает одного – философии человека. Потому что как будто бы философия, она сама родилась, сама развивалась и так далее. То есть попахивает идеализмом, понимаете? Потому что все это дело исходит от человека. От человека. Поэтому здесь должна была быть 5-я философия человека. Я сейчас, между прочим, могу вам сказать, что мне 4 монографии подготовлены, если не изданы, по философии человека. Потому что внутренний мир человека, он скрыт от прямого взгляда, никто его не знает. Вот предположим, вот Вячеслав Семенович сейчас о чем думает, мы-то не знаем. Это его прерогатива. Ага. Его внутренний мир закрыт. Понимаете, вы? В этом вся таинственность. И в этом вся интересность, потому что чем больше человек знает, он богатство внутреннее. Поэтому великий Гёте не зря говорил, что каждый человек – всемирная история, то есть весь мир, каждый могильный перестроит всемирная история человечества. Он был прав, я считаю. И я тоже, меня концептуально, я отличаюсь от других философов, что знать. Философия человека должна быть в составе философии. Дальше. Философия, как любой другой наука, имеет свой язык, свой объект исследования, свой метод исследования. Основные принципы философского исследования. Здоровое сомнение, критический подход и свободомыслие. Поэтому, вообще-то говоря, каждый философ имеет свою изюминку, понимаете? Они различают. Если даже вместо меня пришел другой, он несколько по-иному и говорил приятно, некоторых других аспектов как-то внимание акцентировать и так далее. Поэтому в этом это свободомыслие. Понимаете? Ага. В принципе, здоровое сомнение, критический подход, свободомыслие. Ага. В отличие от остальных других наук. И философия прошла в своем развитии разные этапы. От королевы науки Аристотель говорил, от господина науки Гегель, такой ярлык навешивал, и до позитивистского отрицания Югус Конт отрицал познавательную способность, мировоззренческую, методологическую роль философии. Понимаете? Но философия есть. Значит, Югус Конт был неправ. Он выдвинул 5 аргументов. Не так просто. 5 аргументов. Но тем не менее он оказался неправ. Изучение всех разделов философии позволяет узнать, как вырабатывались категории, методы познания, как использовалась диалектика преобразования действительности, предупреждает повторение ошибок мыслителей прошлого, вселяет уверенность в возможность постижения законов развития природы общества человека и вырабатывает умение использовать их в целях удовлетворения разумных потребностей человека и общества. Потому что все, что мы знаем, она зовет используется для удовлетворения потребностей человека. Других целей-то нет. Человек должен, как Маркс говорил-то, есть, пить, одеваться, иметь жилище.
Текст сейчас записываем. Философия конкретной науки, когда не успеваете у меня заставлять повторять, философия и конкретной науки выросли с одного корня, который назывался совокупным знанием древних. Или про философией и про наукой. Точка. Или про философией, про наукой. Точка. После того, как конкретной науки, запятая, набрав теоретическую силу и опыт, начали отделяться от совокупного знания древних, философия осталась как самостоятельная наука, наравне со всеми науками. Сейчас даем определение философии. Философия – это наука. Изучающая предельно общие законы развития, мира и общества, запятая, место в нем человека, и его отношения к этому миру и обществу. Новые строки. Структура философии. Двоеточие. Перечисляем. Структура философии. Первое. История развития всей классической философии. Второе. Учение о бытии. Третье. Учение о познании. Четвертое. Социальная философия. Новые строки. Как все науки, философия имеет свой язык, запятая, свой объект исследования, свой метод исследования. Новые строки. Основные принципы философского исследования.
двоеточие, основные принципы философского исследования. Здоровое сомнение, запятая, здоровое сомнение, критический подход и свобода мысли. И свобода мысли. Новые строки. Изучение всех разделов философии. Изучение всех разделов философии позволяет узнать, как вырабатывались категории, запятая, методы познания, запятая, как использовалась диалектика, в преобразовании действительности. Запятая, предупреждает повторение ошибок, мыслителей прошлого, запятая, вселяет уверенность в возможности постижения, законов развития природы, общества и человека. И выработки умения, использовать их в целях удовлетворения разумных потребностей человека и общества. Так, сейчас отдыхаете. Сейчас я работаю. Слушаем. Ага. Переходим к марксистской философии. Значит, первый, кто диалектику поставил на самом деле в научной основе, это представитель немецкой классической философии Гегель. Гегель все процессы истории, там, общественной жизни, все это дело, он диалектически, все меняется, развивается и так далее. Но идеалистически, то есть мистифицировал. Ну, идеалисты были. Да, все немецкие классические философы, за исключением Фейербаха, были идеалистами. Поэтому Карлу Марксу и Энгельсу пришлось оружием критики преодолеть идеалистической философии, немецкой классической философии. Для этого им пришлось диалектику Гегеля поставить головы на ноги, это их выражение. Поставить головы на ноги, преодолеть субъективный идеализм Фихте, такой был философ, Фихте, объективный идеализм Шеллинга и антропологический материализм Фейербаха. А антропология – это человек, поэтому вот Фейербах рассматривал природу подобие организма человека, потому я называю антропологический материализм. То есть он на диалектический материал никак не подходит. Поэтому и пришлось их тоже преодолеть. То есть этих четырех философов мы фамилии знаем достаточно. Гегель, Фихте, Шеллинг, Фейербах. Вот несколько я вам расшифрую Фейербаха. Это один-единственный вообще-то философ истории классической философии, который на голову не стоит религию. Понимаете?
Он говорит, тело и дух – две стороны той действительности, которая называется организмом. Это понятно. Природа есть та основа, на которой мы выросли, люди – сами продукты природы. То есть мы – продукты природы. Это тоже, на самом деле, очень даже свежее понятие. Вне природы и вне человека ничего нет. Представляете? Ничего нет. Ага. А вот то, что высшие сверхъестественные существа – это созданные нашей религиозной фантазией, есть лишь фантастическое отражение нашей собственной сущности. Ибо в основе религии лежит вера, догматы, священное писание. В основе философии лежит знание и стремление раскрыть действительную сущность вещей. Благодаря человеку природа ощущает себя, совершает себя, мыслит о себе. И религия, идеалистическая философия возникли из отчуждения человеческой сущности посредством приписывания Богу тех атрибутов, которые в действительности принадлежат человеку. Понимаете, какое дело? Это же полностью уничтожил идеализм. Ну вот себя представим сегодня. Сегодня ведь религия тоже верит много народу. А в основном безграмотный. Даже сегодня не представляю. 1/3 человечества не умеет писать, читать. Организм. Самые настоящие верующие. Ага. Русский народ, великий русский народ, верующий народ. Но там, понимаете, нас с вами полностью дезинформировали. Сегодня печати, основных систем массовой информации прозвучит, что вот Россия, народ сегодня вновь начал верить. Чуть ли 50% населения верит. А на самом деле 3-5% верит. И вот представьте, там ничего нет, Бога нет, а золотоглавые церкви в России, вероятно, много-много, ага. И не тысячи, это несколько сотен точно. И там специально одетые священнослужащие, понимаете, проводит Бога. Каждый день читает молитвы и так далее. Вот представьте себе, ничего нет, а это все существует. Это Фейербах сказал в 18 веке. Вот какой мозги надо было иметь. Второе. По этому поводу я хочу привести еще один пример. Утописты, о которых в прошлый раз я 2 слов сказал, что первое, второе поколение. Вот утопист, первое поколение утопистов, Жан Мелье, сельский священник, то есть представитель духовенства, оставил работу завещания и сказал, что после моей смерти выпустите. Так сделали. В этой работе написано: религия – гнусная басня, выдуманная попами, исключительно для того, чтобы держать народ в тупом невежестве и покорности. Это священник говорит. Понимаете, какое дело? Фейербах был 100% прав-то. Вот так. Ага. Записываем. Чтобы создать диалектический материализм, Марксу и Энгельсу пришлось оружием критики преодолеть идеалистическую философию классической немецкой философии. Идеалистическую философию классической немецкой философии. Точка. Для этого им пришлось идеалистическую диалектику Гегеля поставить с головы на ноги, запятая, преодолеть субъективный идеализм Фитте, первая буква F,
Фихте, преодолеть субъективный идеализм Фихте, запятая, объективный идеализм Шеллинга 2Л, объективный идеализм Шеллинга и антропологический материализм Фейербаха. И антропологический материализм Фейербаха. Да. Точка. Фейербах заявлял, тело и дух, две стороны той действительности, тело и дух, две стороны той действительности, которая называется организмом. Точка. Вне природы и вне человека, ничего нет. Вне природы, вне человека ничего нет. Точка. Те высшие существа, запятая, созданные нашей религиозной фантазией, есть лишь фантастическое отражение, нашей собственной сущности. Лишь фантастическое отражение нашей собственной сущности. Точка. Религия и идеалистическая философия возникли из отчуждения, человеческой сущности, посредством приписывания Богу. Отчуждение человеческой сущности посредством приписывания Богу тех атрибутов, которые принадлежат человеку. Сейчас отдыхаете. И слушаем. Карл Маркс в статье «Критика гегелевской философии права», вот когда он переворачивает голову, об этом речь идет. Статья «Критика гегелевской философии права» глубоко анализируя расстановку классовых сил, впервые обращает внимание пролетариату как единственной силе, способной решить революционным путем задачи всеобщей человеческой эмансипации. Под политической эмансипацией Маркс понимал освобождение человека от феодальных пут и провозглашение феодальных демократических свобод, осуществляемых ходом буржуазной революции. Карл Маркс считал, что ограниченность политической эмансипации связана с наличием частной собственности, которую буржуазная революция сохраняет как неприкосновенный общественный институт. В обведении этой статьи Маркс обосновал огромном революционизирующем факторе передовой теории в борьбе за коренное перестройство общества, ибо теория становится материальной силой, как только владеет массами. Таким образом, в диалектической философии нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. Она всем видит печать неизбежного падения
ничто не может стоять перед ней, кроме непрерывного процесса возникновения, уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему. Второй гений человечества Фридрих Энгельс сформулировал основной вопрос философии. Во всех учебниках написано, это Фридрих Энгельс, не Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Они оба вместе работали. Великий основной вопрос всей философии есть вопрос о отношении мышления к бытию. И как медаль, этот вопрос имеет вторую сторону. Этот вопрос философии имеет еще другую сторону. Состояние ли наше мышление познавать действительный мир? И в зависимости от того, как философ понимал данное соотношение, то есть ответ основной вопрос философии, все философы раскололись на два противоположных направления. Первое. Философы, которые выясняли мир, исходя из духа сознания, составили отряд идеалистов. Философы, которые признавали за основу миропонимания материю, существует независимо от тела и сознания, составили отряд материалистов. При том я вам могу сказать, даже среди ученых есть предпочтение либо материалистам, либо идеалистам. Это не научный подход. Потому что материализм, идеализм – это два крыла той петиции, которая называется философия. То есть и идеализм борьба – это внутренний источник развития всей философии. Поэтому вот не верьте людям, что идеализм плохо, вот материализм хорошо. Мы материалисты, мы хорошие, идеалисты плохие. Это неправда. Это два крыла одной петиции. То есть закон диалектики. Вот сейчас перехожу в закон диалектику. Три закона, по которым развивается природа, общество и наш с вами организм. Вот сейчас мы сидим, тоже по закону диалектики развивается. Первый закон. Закон единства борьбы противоположностей. Внутренний источник всякого развития. Постоянное возникновение, одновременное разрешение противоречия есть формы движения и развития. Второй закон. Закон перехода к изменению качественный. Этот процесс скачкообразный. Старое качество переходит в новое. В природе это смена времен года. Общество – это самая революция. Человек – это рождение и смерть. Третий закон. Отрицание, который требует развития по восходящей линии, без падения, без перерыва и так далее. Понимаете, какое дело? Вот поэтому я могу сказать, вот сегодня даже, если взять российскую науку, сегодня четкого ответа нет. Почему Советский Союз разрушился так? Плохой Горбачев, Ельцин пришли и разрушили. Так это же кухонный разговор. А на самом деле, чем причина была это? Потому что после Сталина Хрущев, Брежнев, Андропов и Черненко не были теоретиками. И они не смогли организовать коллективную работу самых лучших ученых, чтобы они изучали марксизм, вырабатывали популярные, простейшие методы разъяснения этого марксизма среди широких слоев населения Советского Союза. Вот все. Закон третий, закон отрицания не выполнен. Нет. Второй сверхдержавы Великого Советского Союза. К нашему великому сожалению. Записываем. Карл Маркс в статье, кавычка открываете, к критике гегелевской философии права, закрылась, к критике гегелевской философии права, кавычка закрылась, запятая, глубоко анализируя расстановку классовых сил, глубоко анализируя расстановку классовых сил, запятая, впервые обращает свое внимание, пролетариату, запятая, как единственной силе, запятая, способны решить, как единственной силе, способны решить революционным путем задачи всеобщей человеческой эмансипации. Задачи всеобщей человеческой эмансипации.
Карл Маркс подчеркивал ограниченность политической эмансипации, связана с наличием частной собственности, которую буржуазная революция, которую буржуазная революция сохраняет как неприкосновенный общественный институт. Буржуазная революция сохраняет как неприкосновенный общественный институт. Точка. Маркс обосновал об огромном революционизирующем факторе, передовой теории, борьбе за коренное переустройство общества. Ибо теория становится материальной силой, как только овладевает массами. С новой строки. Фридрих Энгельс сформулировал основной вопрос философии, двоеточие. Великий основной вопрос всей философии есть вопрос об отношении мышления, к бытию. Точка. Этот вопрос философии имеет еще и другую сторону. Двоеточие. Двоеточие. В состоянии ли наше мышление познать действительный мир? В зависимости от того, как философы понимали данное соотношение, они составили два противоположных направления. Двоеточие. Первое. Философы, которые объясняли мир, исходя из духа, сознания, составили отряд идеалистов. Второе. Философы, которые признавали за основу миропонимания материю, существующую независимо от человеческого сознания,
существующую независимо от человеческого сознания, составили отряд материалистов. Точка. Разбитие в природе обществе, разбитие в природе и обществе идет согласно законам диалектики. Двоеточие. В природе общества развитие идет согласно законам диалектики. Двоеточие. Первое. Закон единства и борьбы противоположностей. Закон единства и борьбы противоположностей является внутренним источником всякого развития. Является внутренним источником всякого развития. Второе. Закон перехода, количество изменений качественные. Закон перехода, количество изменений качественные. Точка. Этот процесс скачкообразный. Этот процесс скачкообразный. Запятая. Старое качество переходит в новое. В новое. Третье. Закон отрицания отрицания. Закон отрицания отрицания. Запятая, который требует развития по восходящей линии. Закон отрицания отрицания. Запятая, который требует развития по восходящей линии без перерывов и падения. Без перерывов и падения. Отдыхаете, слушайте. Переходим ко второй части марксистской философии, исторический материализм. Последовательно продолжение распространения Марксом и Энгельсом материализма в область общественной жизни. Материалистическое понимание истории есть исторический материализм, который в своих категориях, законах, выводах отражает общество, закономерность его развития, место в нем человека и его отношение к этому обществу. Исторический материализм является составной частью марксистской философии. Ленин этот факт Ленин так оценил, вот это разделение исторического материализма. Величайшим завоеванием научной мысли он писал: «Хаос, произвол, царивший до сих пор во взглядах на историю и политику, сменилось поразительно цельной, стройной научной теорией, показывается, как из одного уклада общественной жизни развивается другой, более высокий уклад. Из крепостничества развивается капитализм, из капиталистического развивается коммунистическое общество». Маркс и Энгельс пришли к историческому материализму в результате изучения критической переработки накопленного мыслительного материала. И их учение возникло как прямое непосредственное продолжение учений величайших представителей философии, политической экономии и коммунизма. Соотношение общественного бытия к общественному сознанию выражает существо основного вопроса философии применительно к обществу. В основе закономерного развития общества лежит производство материальных благ, от которых зависят и которым определяют все другие стороны общественной жизни. Энгельс считал, что теоретическое основание этого положения является одной из величайших заслуг Маркса. И он говорит, вот Дарвин открыл закон развития органического мира, а Маркс открыл закон развития человеческой истории. И говорит, вот до последнего времени скрытый под идеологическим наслоением простой факт. Люди должны, в первую очередь, должны есть, пить, одеваться, иметь жилище, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией. Способ производства – это единство производительных сил, производственных отношений. Производительные силы – это люди и средства производства.
Уровень развития орудий средства производства является мерилом развития человека. Маркс указывал, на его могучей производительной силой является сам революционный класс. Еще более общий широко указывал на это Ленин. Первая производительная сила всего человечества есть рабочий, трудящийся. Ну, к сожалению, это высшей степени мудрой идеи Маркса и Энгельса не нашли дальнейшего отражения, и теоретического, практического развития не нашли. Он такой вот высказан, так и остались. Так и остались. И могу сказать следующее. Понимаете, какое дело? Вот, сегодня возьмем мы капиталистическую Россию. И Якутию тоже. Она живет, получается, что наши руководители не знают положения политической экономии капитализма. Маркс и Энгельс разработали политическую экономию капитализма. И они сказали, человек в первую очередь должен что делать? Есть, пить, одеваться, иметь жилище. Перед тем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, идеологией, религией. А сегодня что делается? Что делается? Жилища-то нет. А может, будет еще зарплата, пенсия, человек может себе есть, пить, одеваться. А жилища-то нет. Третья, четвертая составляющая-то нет. Как может человек заниматься политикой, наукой, искусством, религией, не имея жилища? Сколько народу мыкается по чужим уголам, не имея своего жилья. Или даже постоянно думая о том, что он будет сегодня кушать вечером. Да, выброшен, понимаете, из-за неоплаты этой, да. О. Это просто инстинкт выживания. Поэтому смотрите-ка, как гений человечества сформировали простейшие вещи человеческого бытия. А наши руководители не знают. Капиталисты живут, и политэкономии капитализма не знают. Записываем. Последовательное продолжение и распространение. Последовательное продолжение и распространение Марксом, Энгельсом. Продолжение и распространение Марксом и Энгельсом материализма в область общественной жизни. Материализма в область общественной жизни составляет материалистическое понимание истории. Область общественной жизни составляет материалистическое понимание истории, исторический материализм, запятая, который в своих категориях, законах и выводах отражает общество, который категория законов выводов отражает общество, запятая, место в нем человека и его отношение к этому обществу. Точка. Его отношение к этому обществу. Точка. Исторический материализм является составной частью марксистской философии. Исторический материализм. Владимир Ленин назвал это создание исторического материализма, величайшим завоеванием научной мысли. Точка. Он писал, двоеточие, хаос и произвол, запятая, Сарипсий до сих пор, во взглядах на историю и политику, сменились поразительно сильной
и стройной научной теорией. Поразительно сильной и стройной научной теорией, показывающей, как из одного уклада, показывающей, как из одного уклада общественной жизни, как одно из укладов общественной жизни, развивается другой, более высокий уклад. Точка. В основе закономерного развития общества, лежит производство материальных благ. В основе закономерного развития общества лежит производство материальных благ, запятая, от которого зависит производство материальных благ, запятая, от которого зависит и которым определяется все другие стороны общественной жизни. Точка. Одной из величайших заслуг Маркса является, двоеточие, величайший заслуг Маркса является, двоеточие, подобно тому, как Дарвин открыл закон развития органического мира, Дарвин открыл закон развития органического мира, Маркс открыл закон развития человеческой истории. Двоеточие. Закон развития человеческой истории. Двоеточие. Люди в первую очередь должны есть, запятая, пить, запятая, должны есть, запятая, пить, запятая, одеваться и иметь жилище, прежде чем одеваться и иметь жилище, прежде чем быть в состоянии, заниматься политикой, наукой, искусством, религией. Отдыхаете, сейчас слушайте. Маркс и Энгельс с помощью исторического материализма научно доказали, общественное бытие определяет общественное сознание. Производственного отношения зависит от уровня развития производительных сил. Экономическая базис общества порождает соответствие ему политическую настройку. Существование классов противоположными интересами связано с наличием частной собственности на средства производства. Классовая борьба пролетариата против буржуазии неизбежно ведет к пролетарской революции с целью завоевания политической власти, чтобы установить диктатуру пролетариата. Таким образом, если прежняя философия была философией одиночек и учеников, то есть очень мало последователей было, того же Аристотеля, Платона, Сократа и так далее. А вот марксистская философия – это идеология рабочего класса, идеология миллионов трудящихся, которая позволяет задаче революционной перестройки капиталистического мира. Маркс и Энгельс научно аргументировали, что буржуазным общественным системам завершается предыстория человечества, неизбежна его смена коммунизмом, ибо централизация средств производства, обобществление труда достигнет такого пункта, когда он становится несовместимым с капиталистической оболочкой. Она взрывается, бьет часть капиталистической части собственности и экспроприатор экспроприирует. Марксистская философия кончилась. Сила марксистской философии состоит в том, что она теоретически
как теоретик оружия, позволяет пролетариату сознательно, последовательно, революционной энергией действовать в соответствии с законом развития общества, свое освобождение всех эксплуатируемых от всяческих форм эксплуатации правосудия человека. И вот завершение вот этих слов. То есть все развиваются в соответствии с законом диалектики, и в том числе общество развивается своим собственным законом. Поэтому, понимаете, эти законы, они зависят от воли групп людей, политических партий, общественных организаций, железной необходимости развивается по соответствию с закону развития общества. Поэтому о том, что советский народ, проживший 76 лет в коммунистическом обществе, что вернется коммунистический строй, в частности, у меня никакого сомнения нет. Понимаете, вы? И у вас тоже не должно быть сомнений. Это объективный закон, он придет. Но она реализуется кем-то, автоматически не переходит. Поэтому вот цена, то есть работа Маркса и Энгельса – это пролетариат, его открытие. Это сила, которая это осуществит, безусловно, порядке. Записываем. Маркс и Энгельс – помощь исторического материализма. Маркс и Энгельс с помощью исторического материализма научно доказали, с помощью исторического материализма научно доказали общественное бытие определяет общественное сознание. Общественное бытие определяется общественным сознанием. Точка. Производственные отношения зависят от уровня развития производительных сил. Производственные отношения зависят от уровня развития производительных сил. Запятая. Экономический базис общества порождает соответствующую ему настройку. Запятая. Существование класса с противоположными интересами связано с наличием частной собственности на средства производства. Существование класса с противоположными интересами связано с наличием частной собственности на средства производства. Точка. Классовая борьба пролетариата против буржуазии. Классовая борьба пролетариата против буржуазии неизбежно ведет к пролетарской революции. Классовая борьба пролетариата против буржуазии неизбежно ведет к пролетарской революции. Неизбежно ведет к пролетарской революции. С целью завоевания политической власти, чтобы установить диктатуру пролетариата. Точка. Сила марксистской философии состоит в том, что она как теоретическое оружие, позволяет пролетариату сознательно, последовательно, с революционной энергией действовать в соответствии
законы развития общества, за свое освобождение и освобождение всех эксплуатируемых от всяческих форм эксплуатации и порабощения человека. От всех эксплуатируемых, то есть всех эксплуатируемых от всяких форм эксплуатации и порабощения человека. Порабощение человека. Какие вопросы? Пожалуйста. Вопросов нет. Почему сейчас, вот, например, у нас не социализм, а капитализм? Значит, общество на данный момент имеет перевес в понятиях капиталистических и наше правительство, правильно? Да, Россия капиталистический строй. Да, капиталистический строй. Да, Мы потеряли нить. Да. А я вам сказал, что мы по дурости потеряли свой строй коммунизм. Не знали программу. Марксизм – это есть программа строительства коммунистического общества. Его не знали. Ну, хотя государство заявляет себя как социальное, как бы, но социально не социалистическое, правильно? Не. Социалистическое – это буржуазное общество. Есть разъяснение Фридриха Энгельса трехкратное, что социализм – это утопический социализм, коммунизм, да? Социализм – это буржуазное общество, коммунизм – это пролетарское движение. Социализм – буржуазное движение, коммунизм – пролетарское движение. А понимаете, какое дело? В данном случае, конечно, это очень сложный вопрос. Великий Ленин после пролетарской революции еще не был разработан проект строительства переходного периода. Это его надо разработать, понимаете, с учетом образа жизни, склада мышления, национальной традиции, обычаев, культуры, искусства России, русского народа. Надо было разработать научный план строительства переходного периода. Его нигде нету, этот переходный период. Как строить нету, аналога нет, проекта нет. Маркс и Энгельс в общий контур написали, вот переходный период, первая, вторая фаза. А что это такое, тоже написали. А как они будут строить, каждый рабочий каждой страны сам должен, с учетом условий своей страны, должен строить. Поэтому следующая моя работа будет называться «Русифицированный марксизм». В советской литературе было написано ленизм, то есть марксизм и ленизм, ленинизм, то есть как будто равнозначные. Это же по-философски посмотреть совершенно безграмотно. Нет, погоди. Первичное это марксизм, а ленизм это производные, вторичные условия России. Понимаете, какое дело? Ага. Вот какое дело. Поэтому каждый... Россия адаптация уже. Китай китаизированный, Вьетнам вьетнамизированный, Россия русифицированный должно быть. Иначе не получится. Ибо